Я благодарю вас, что вы нашли время встретиться. И хочу вам сказать спасибо, потому что именно благодаря таким людям, как вы, сегодня мы, абхазы, свободно, живы и можем создавать свое будущее. Первый вопрос, который хотела бы вам задать. Можете ли вы вспомнить, когда вы впервые услышали, что у нас началась война, что вы испытали в эти минуты и какие мысли первые пришли к вам в голову? Да, я помню этот день хорошо. Я находился за месяц до войны в Абхазии в течение 1,5-2 месяцев. Мы находились на базе в Новом Афоне. Там у нас были сборы конфедерации русских народов Кавказа, именно военное подразделение. Там были чеченцы, кабардинцы, черкесы, были абазины. Не секрет, что все шло. Для меня лично это было абсолютно ясно, что война будет неизбежна. И как раз вот была какая-то обстановка. Перед войной уже были какие-то... Было понятно, что дело идет в войне, и в качестве, может быть, политического акта, в качестве, может, показать грузинам, что мы не одни, уже была создана гвардия абхазская, так называемая в народе гвардия, отдельный полк внутренней службы. И мы на сборах находились там, и потом, если вы помните, перед самой войной был Абхазо-Адыгский фестиваль всемирной культуры, который проходил в Сухуми. И во время этого фестиваля сюда приехали в числе турецкой делегации мои близкие родственники, однофамильцы с моего рода. И они хотели отсюда поехать в Нальчик, побывать у нас на родине. Я с ними уехал как раз с этого лагеря. А там в лагере остались часть наших ребят, кабардинцы, в том числе Нургали Кануков, который погиб потом. И только я приехал с Абхазии, буквально неделя прошла, и я приехал в гости к своему однофамильцу, родственнику, он из Иордании, репатриант, он жил в городе Нарткале. Я сидел у него, смотрел телевизор и увидел новости, что танки пошли в Абхазию, идут бои в Сухуми на территории города. И я сразу понял, что это действительно так, что это война. И сразу вернулся в Нальчик. Сразу мы собрались, наши друзья, близкие единомышленники. У нас была такая группа, человек 10. Мы часто бывали в Абхазии, у нас были друзья. И мы начали думать о том, как попасть в Абхазию, но основная проблема это было оружие. Что не было смысла без оружия приезжать в Абхазию. Пока мы решали этот вопрос, наши старшие из Адыга-Хаса, с Конгресса кабардинского народа, они собрали, объявили, что есть возможность поехать в Чечню, в Грозный, и там вооружиться, и оттуда уже поехать в Абхазию. В общем, я помню этот день прекрасно, это было 14 августа. А мы 19 августа только выехали в Грозный, и 21 августа мы уже были в Абхазии. Там был Дудаев, я слышала, мне рассказывали, что... Да, Дудаев был в Грозном, мы с ним встречались, в том числе я был в этой делегации от кабардинцев, которые встречались с Дудаевым у него дома. Он поддерживал Абхазию и добровольцев? Что Дудаев был государственный деятель, политик, и он не мог открыто поддержать Абхазию, я это хорошо помню, мы с ним разговаривали как раз на тему получения оружия. Дело в том, что после этой чеченской революции вы знаете, что огромное количество оружия стрелкового оказалось на руках у народа. И на складах, если я не ошибаюсь, было около 60 тысяч единиц стрелкового оружия, и мы приехали именно с этой целью, чтобы вооружиться в Грозный. У нас было 4 икаруса, около, не помню сколько там, около 200 человек. Но Дудаев нам отказал. Он не дал нам ни одного ствола. И тогда мой близкий друг, мой близкий по духу, по
идеологии Хамзат Ханкаров. Он нас познакомил как раз-таки вот с Шамилем Басаевым. А Шамиль вот во время этих событий он захватил военную базу, воинскую часть. Это было лично его оружие, которое принадлежало государству, у него была своя группа. И он поделился с нами своим оружием. Я помню, нас было около 100 человек с Адыгеей. А так как вопрос оружия не решался, мы большую часть отпустили домой. И 10 человек, только он сказал, я могу вооружить. У нас 10 человек с нашей группы кабардинской, мы поехали на эту воинскую часть. И на 10 человек мы получили 5 автоматов и 2 гранатомета. Вот эти 100 человек с Адыгеей, где-то половина из них вооружил, где-то 50 единиц. С Карачаево-Черкесии тоже группа была во главе с Мухаммедом Килба тоже. И вот мы все вместе, вот эта группа, вот это с чеченцы, кабардинцы, с Карачаево-Черкесии, черкесы, арбазины, с Адыгеей. И мы на машинах, вооруженные, мы выехали из Грозного. Перед выездом Дудаев нас вдохновил, произнес речь. Правда, оружие он нам не дал, но допустим сделал. Про речь я слышала. Да, он сказал, что мы должны пробиваться, помощь народу, и если, допустим, по дороге нас пытаются остановить или препятствовать, чтобы мы пробивались боями, имея в виду, допустим, российскую сторону. Да, и мы действительно, надо учитывать, что время такое было в России, не было единства, Верховный Совет, они находились, президент в конфликте, и там еще порядка не было в стране, и не было определенного понимания, что делать с этим. Российское руководство тоже не было готово к тому, что народы Северного Кавказа встанут на поддержку Абхазии. Они думали, что достаточно собрать первых лиц северокавказских республик, там, дать указания, и все будет тихо, спокойно. На самом деле, вопреки воле и желанию руководителей народов республик Северного Кавказа, народ встал, пошло это движение, в том числе и добровольческое, когда вот наш лидер национальный Юрий Хамзатович Калмыков обратился ко всем черкесам мира оказать вооруженную поддержку добровольцев, отправлять. Я знаю, с Турции оказывались. И вот мы поехали, и когда нас везде милиция пропускала, потому что они видели, что мы не остановимся, они не хотели, понимали, что это чревато, и пропускали. И когда мы уже подъехали к перевалу, была попытка, и армейские подразделения выехали, чтобы нас остановить. Но мы успели заехать в ущелье, бросили машины и пешком начали подниматься. Нас было очень много. По дороге к нам присоединялись другие люди, там, другие группы добровольцев. Когда мы уже поднялись на перевал, на Дамхурц, дополнительно на вертолете с Нальчика вылетела группа добровольцев с ущелья, там, в высокогорье Канжаль, оттуда они вылетели вооруженные, они на гребень прям перевала высадились. И когда уже мы были на самом верху, я поразился, я даже был приятно удивлен, воодушевлен. С обеих сторон перевала, когда я вниз посмотрел, когда они спускались, не было видно конца и по тропе. И с другой стороны Северного Кавказа люди поднимались и поднимались. Большинство были без оружия, но хотя бы 1/3 была вооружена. Так мы перешли через перевал. И потом уже через неделю Российская Федерация взяла под охрану эти границы, выставила пограничников. Но вот этой недели было достаточно, чтобы первые группы добровольцев, несколько сот вооруженных, мы попали в Абхазию. И вот первые дни, самые критические войны, вот важную роль сыграли именно в том, чтобы остановить продвижение грузинских войск на Гумисте, стабилизировать фронт. И потом уже и абхазская армия начала формироваться, и оружие стало появляться. И вот так в течение короткого срока, в общем, под руководством военного политического руководства Абхазии была создана армия абхазская. Вот так это все было, если коротко. Какая идеология вами двигала? Не смущало ли вас то, что вы идете поддерживать народ в количестве 100 тысяч плюс-минус?
народ, которому объявило войну государство в несколько миллионов. Понятное дело, что эти несколько миллионов не пришли воевать, но силы все равно не равны. Более того, на тот момент, именно на тот момент, Ельцин, как глава Российской Федерации, он был склонен поддерживать все-таки Шеварднадзе. Вас не смущало, что вы идете на смерть, что шансов выиграть нет? Нет, мы так не считали. Мы считали, что, во-первых, если говорить об идеологии, если нет идеологии, идей, то люди на смерть не пойдут никогда. То есть можно их насильно погнать, там, воевать, заставлять. А обязательно люди готовы умирать только за идею какую-то. Ну, лично для меня, допустим. Или это вопрос свободы, независимости своей родины, своего народа. Или это война, допустим, за свои убеждения. Или же это защита чести и достоинства своей и своей семьи там, и так далее. Только вот в этих случаях, я считаю, можно проливать кровь не за какие-то там коммерческие интересы или еще какие-то там другие более приземленные цели. Только в этих случаях огромное количество, народ, массы, люди могут воевать и отдавать свою жизнь. Ну, в данном случае эта война была справедливая, справедливость была на стороне абхазского народа, а у нас, у всех народов Северного Кавказа очень сильно развито чувство справедливости. Мы не любим, когда кто-то беспредельничает, когда попираются права слабого. Мы с детства нас так учили в школе, на улице, родители, что никогда нельзя беспредельничать, нельзя, если человек слабый там, или женщина, или дети, или кто бы там ни был, нам всегда учили с детства защищать, вступаться, отстаивать. И это один момент. Второй момент, то, что возник шанс у одного народа Кавказа, это получить свободу и независимость. Это вековая мечта любого народа. Но одним народом по воле судьбы это, как говорится, дается очень легко. Мы знаем, Советский Союз развалился неожиданно, и, допустим, первые секретари Узбекистана, Таджикистана, они вообще не ставили вопрос о независимости, они оказались де-факто независимы. 3 лидера собрались в Беловежской пуще, подписали договор, и эта независимость им просто свалилась, как снег на голову. И они звонили в Москву, телефоны разрывались, они говорили, что нам делать. Мы что, уже не в Советском Союзе? Они им сказали, занимайтесь своими делами, в общем, вы нам не нужны. Но некоторым вот так легко это достается, а, допустим, другие народы, как чеченцы, там, мы знаем, другие народы проливают много крови, да, столетиями ведут войну национально-освободительную, и они этого не имеют. А тут тоже так благоприятно сложилось, что вот для абхазов появился шанс у народа, который, в принципе, исторически имел свою государственность. И вот все это в совокупности, как бы, это учитывая вот и общекавказское единство, солидарность, и идея вот этой свободы, независимости, и то, что эта война была справедливая, большинство вот ребят, и плюс еще обязательно надо сказать, это наше этническое родство, все это в совокупности привело к тому, что добровольческое движение именно у нас, у черкесов, которые проживают на Северном Кавказе, оно приняло очень большие масштабы, размеры. Никогда не забуду хронику, которую увидела, и там кабардинские добровольцы говорят: мы пришли встать на защиту абхазам, нашим братьям, чтобы они не погибли, чтобы у них была свобода, мы готовы за это сражаться. Но если бы кто-нибудь грузинам угрожал бы и тоже пришел бы к ним с войной, мы пошли бы также и рядом стали. И тут в это мгновение я поняла, что ими двигало чистое сердце, самое благородное, которое может быть, справедливости, то есть как-то просто идут, на самом деле, на защиту человека или народа, который может оказаться под угрозой вымирания. Это редкое. Я думаю, это не так часто в этом мире встречается. Ну,
Действительно, это так, потому что вот в одном из своих интервью Муса Шанибов сказал, что он общался с одним российским генералом. Это события в Нальчике, когда были. Мы помним, там, когда арест Шанибова и 10-15 тысяч молодежи вышло на площадь. Они возмущены были, что его арестовали. И они безоружные были, там был спецназ, внутренние войска, оружие, все это их не остановило. И он говорил, что я никогда не видел такого, я участвовал в подавлении многих выступлений, там в горячих точках, в Вильнюсе, там, в Тбилиси. Говорит, когда первый выстрел начинается, народ обычно инстинктивно начинает разбегаться, а тут, говорит, наоборот все произошло, наоборот, они пошли вперед, разогнали там, отобрали щиты, еще хотели ворваться в Белый дом, хотя уже огонь шел сверху, с верхних этажей, и только авторитет Юрия Хамзатовича Калмыкова, Заура Налоева остановил их. И он говорит, я понял, что это от их душевной чистоты, вот этой молодежи. Слава Богу, действительно, я это наблюдаю, у нас в молодежи есть благородство, есть чистота душевная, духовная. Это этим объясняется, а не потому, что мы, черкесы, там любим повоевать, там, мы не наемники, там, мы нормальные люди, мы, в принципе, нормальный человек не может любить это дело, как бы войну, убивать и так далее. Война — это, конечно, ненормальное состояние для любого человека. Просто это другое дело, когда для чего ты это делаешь, мотивация. А если цели благородные, только в этом случае можно брать в руки оружие. Адыги и абхазы. Я спросила одного историка, как вы опишете адыгов и абхазов образно? Он сказал, это два крыла одной птицы. Я спросила другого историка, он сказал, нет, не согласен, это одно крыло. Как пронести братство, уважение друг к другу в современном мире, который выдвигает какие-то материальные благо, подносит так, как будто есть это основа основ. Как сохранить то сокровенное, что было передано нам от наших предков, ту чистоту абхазам, адыгам и другим народам Кавказа, в то время, когда очень часто их начинают стравливать, у них появляются претензии друг к другу. Они ищут не более 70 оправданий своим братьям, а более 70 претензий. Вот что бы вы могли посоветовать человеку, который воевали бок о бок с разными этносами, какой бы могли дать совет? Ну, на самом деле это глубокая как бы проблема философская. В принципе, с точки зрения религиозного человека мы понимаем, неважно, это христианин или мусульманин, что идет борьба добра и зла. Есть Бог, есть дьявол. Кто-то служит Богу, кто-то дьяволу. И то, что мы знаем, что Всевышний любит многообразие, Он создал этот мир, создал на эти народы, а те, кто служат дьяволу, они стремятся унифицировать этот мир, привести его к какому-то знаменателю, какую-то... Это для того, чтобы управлять людьми, народами, легче управлять, когда... Агрессия к другому этносу, брату. Агрессия, она как бы, ну, это нормальное состояние для человека, для народа. Агрессия, она должна быть, потому что это как для самосохранения, для самозащиты, да, агрессия. Агрессия то же самое, допустим, вот борьба между добром и злом. Если человек будет индифферентен проявлением зла, то есть у него нет иммунитета. Если он равнодушно на это смотрит, он это воспринимает, он умрет, он как любой организм. Иммунитет — это что? Это борьба. Если иммунитета нет, если ты видишь зло и ты это одобряешь или не сопротивляешься, то оно распространится по всему миру. А наши национальные обычаи, они, я считаю, в основе их лежит какая-то древняя религия. Вы имеете в виду Апсура, Дыга, Апсура, Дыга, да, Дыга Хабза. Ну, не может человек это все придумать, потому что это все очень стройная система. Это, видимо, осколок какой-то древней нашей религии. Просто мы забыли. Оно может противоречить исламу или заветам христа? Нет, конечно, нет. Я считаю, что они не противоречат. И то, что касается нас, черкесов, особенно вот в Кабарде, они очень гармонично, органично
как бы переплелись, и наши предки, когда восприняли ислам как свою религию, они не утеряли адыгага, свои традиции, единственное, какие-то нюансы, которые явно противоречили религии, от них отказались. И вот это касается, вот, в принципе, обычаи наши, они общие для всех народов Северного Кавказа. И у чеченцев, и у дагестанцев, и у черкесов, и у абхазов. Это духовная связь с Богом, как я Оно есть общее у нас что-то, есть какая-то основа, наши обычаи, они похожи. И мы должны, как наши предки, прежде всего, не говорю любить друг друга. Если мы будем любить друг друга, это еще лучше, но мы должны обязательно уважать друг друга. Если будет уважение, и кроме этого надо понимать, что на Кавказе всегда дорожили дружбой с представителем другого народа. Да, раньше так было. Человек, если у которого нет друзей в Чечне, в Дагестане, у которого друзья только в деревне, в которой он родился, этот человек считался, ну, он хороший человек, но не мог быть авторитетом в своем на себя же. Потому что он, значит, живет только интересами своей семьи, своей деревни, там, но дальше его интересы не выходят. А всегда на Кавказе были люди, которые, ну, в основном это элиты наши, которые от Дербента до Сухума, они общались между собой, роднились, потому что Кавказ — это единый регион, его нельзя разделять. Это в принципе дорога, которая соединяет Азию с Европой. И всегда испытывали сильное, мощное геополитический нажим, натиск со стороны всех империй. И высшее наше, вот, помимо, главное, это Всевышний, конечно, но второе, чему мы всегда поклонялись, ради чего мы были готовы жертвовать всем, это свобода была. Недаром Лермонтов сказал: их Бог свобода, их закон война. А чтобы сохранить свободу, независимость, нельзя в рамках какого-то одного этноса там было это сделать. Обязательно мы должны были вместе отстаивать свои свободы. А что делать, если у людей накапливаются претензии друг к другу? Как это побороть? Является ли это не самодостаточностью? Претензий у нас нету друг к другу. А я считаю, вот эти все проблемы создаются искусственно между народами. Саморегуляция всегда была на Кавказе, несмотря на то, что мы воинственные народы, всегда были вооружены, были всегда какие-то столкновения, стычки, но в то же время были и народные какие-то обычаи, инструменты, институты, которые позволяли не перейти к каким-то широкомасштабным взаимоистребительным войнам. То есть эти конфликты сразу гасились, потому что были институты куначества, аталычества, посредничества там, и так далее. И сразу эти вопросы регулировались, и это просто стереотип. Я как историк знаю, что вот нам всегда пытаются убедить нас, что мы были всегда, значит, мы всегда воевали друг с другом, уничтожали друг друга, и вот кто-то пришел, навел порядок, и мы стали жить в мире. Это неправда, потому что вот даже вот эти кабардинские междоусобицы, княжеские, вот там был один момент, когда на протяжении почти 50 лет две группировки были политически в Кабарде, и 50 лет продолжалось это противостояние. А если статистику посмотреть, за 50 лет там погибло около 15-20 человек. То есть это все, это нормальный процесс, это всегда, даже в одной деревне кто-то может, там, молодежь может подраться, там, еще что-то, но всегда были старшие, были умные люди, мудрые, которые всегда могли остановить любой конфликт. Потом у нас есть такое понятие справедливости, то есть общей ценности. И если кто-то не прав, у нас всегда считается признаком мужества признать свою неправоту. Это редкое качество в сегодняшнее время. Ну, потому что мы чуть-чуть деградировали. Почему это происходит? Ну, потому что мы не самостоятельны, мы не свободны, потому что кроме религии, а религия — это совершенно другая тема, наши обычаи, то, что мы говорим, хабза и так далее, абсуара — это закон. И мы его можем соблюдать, народ может его соблюдать, только будучи независимым.
В условиях независимости только можно соблюдать хабза. Потому что это закон, он регулирует все стороны жизни. Но мы живем по другой юрисдикции, мы живем по другим законам. Наши законы противоречат государственным законам. Как я вот в качестве примера приведу, как анекдот исторический или так далее, один грузинский писатель описывал жизнь в Абхазии в постколониальный период. Там, по-моему, 60-е, 70-е или 80-е годы 19 века. И он пишет, абхазский князь отдал своего сына Тарасхана на воспитание к одному садскому дворянину. Говорит. И он, говорит, получил классическое горское образование, теперь его ищет полиция, чтобы посадить. Он в бегах постоянно находится. То есть это целая система, она может только работать, не может быть какой-то элемент работать хабза, а другой не работать. Они только в системе могут работать. И они работали до тех пор, пока мы были свободны и независимы. Мы сами регулировали, от каких-то обычаев отказывались. Время менялось, другие принимали. То есть это был такой гибкий организм, но он может работать только в условиях независимости. А в наше время, допустим, кто-то может соблюдать это, кто-то не соблюдать. И человек может себя комфортно чувствовать. А в традиционном обществе человек не мог не жить по этим законам. Если он их нарушал, его подвергали обструкции, наказанию, его могли изгнать из общины там, и так далее. А сейчас другая ситуация. А религия – это немного другое. Да. Человек может верить в Бога и придерживаться этого, находясь и в Нью-Йорке, и в Москве, и где бы он ни был, даже находясь в тюрьме, допустим. То есть это то, что не подвластно внешнему воздействию. И человек это делает потому, что он боится Всевышнего и уповает на Него. А вот наша хабза, оно больше соблюдалось потому, что мы боялись осуждения общества, людей. То есть это было больше ориентировано на общественное мнение. Вот немного большая разница. И у нас сейчас в Кабарде происходит возрождение на Северном Кавказе ислама. И многие возвращаются именно через ислам, приходят к своим обычаям. Мне один чеченец сказал, я говорю, ислам может помешать апсура? Нет, через ислам можно раскрыть лучшее в апсура. То есть это какая-то необъяснимая такая связь. То есть ислам это ислам, а апсура это апсура, но при этом они не противоречат друг другу, а лучшее раскрывают. Да, но это только в том случае, если действительно человек глубоко, искренне верит в религию, он к этому придет, потому что если он формально это делает, то, конечно, есть там понятие такое адаб. Адаб – это благовоспитанность, воспитание. А вот эти положения, они полностью соответствуют нашим обычаям, то, что касается адаба. Но надо понимать, что если человек мусульманин, это не значит, что он воспитанный человек или хороший человек там, или и так далее. Это не обязательно, что он будет образцом для подражания. То есть нельзя отождествлять религию человека, но тот, кто искренне уверовал, он все равно будет благовоспитанным человеком, и он будет придерживаться вот этого хорошего нрава. И даже если он не знает своих традиций, он все равно к этому придет, он поймет, что это одно и то же, и будет это соблюдать. А есть, которые, наоборот, приходят к религии через вот наше традиционное воспитание. Но они очень близки, в принципе, платформа одна, я думаю, как я уже говорил, какие-то очень давние времена, это осколок вот какой-то религиозной системы. Наша Адыгара, Апсуара. Просто мы забыли имена этих пророков, которые жили среди нас. Это очень давние, наверное, по времени от нас история. На каких платформах можно встречаться горцам, к примеру, абхазам, адыгам, чтобы связь не прерывалась, они чаще взаимодействовали друг с другом, общались? Я за то, чтобы даже расширить. Это не просто абхазы, адыги. Я считаю, что мы все и чеченцы, и ингуши, и дагестанцы, и карачаевцы, и абхазы. Нельзя делиться и замыкаться в каких-то национальных рамках. Кавказ – это наш общий дом, и вот мы должны, во-первых, у нас братское отношение должно друг к другу быть, искренность должна в отношениях. Мы не должны думать о том,
дружба держится на искренности. Если мы будем как бы пытаться, как византийцы там, или с точки зрения там, вот это нам выгодно, невыгодно, это уже не дружба, это уже политика. А вот то, что касается, там, мы можем быть разными, это, к этому мы должны, вот если у нас что-то не совпадает, мы должны к этому относиться с пониманием. То есть нельзя всех заставлять или там пытаться жить как мы, допустим, как вот мы считаем правильным. Вот надо уважать какие-то отличия национальные. Они у всех есть у нас, и в Дагестане, и в Чечне. Уважать вот этой самобытности и понимать, что то, что нас объединяет, это больше, чем то, что нас разъединяет. Уважительно относиться друг к другу, искренне. И когда есть вопросы или проблемы, которые касаются нас всех, дружно вставать и отстаивать свои интересы. У нас всегда на Кавказе это делалось на личных связях, на горизонтальных. Если это будет, да, конечно, можно много придумать много интересных идей есть, там спортивные, юношеские, детские лагеря, спортивные, там, я не знаю, фестивали культуры, там ученые должны общаться и так далее. Но самое действенное — это личные связи, дружеские связи. То есть, Приглашать друг друга. Да, приглашать в гости, ездить в гости, общаться, там, межнациональные браки и так далее. И на данном этапе, я имею в виду, если не говорить о политике, вот эти горизонтальные связи среди коллег, допустим, ученые, художники, спортсмены, они должны дружить. Надо общаться, чаще общаться надо, вместе видеться, говорить, жить, ездить, быть в гостях. И вот это все всегда вот на Кавказе большую роль играли именно личные связи. То есть конкретные личности, а если они тем более авторитетные в среде своего народа, через них как бы они объединяют уже свои народы. Спасибо. Чем вы сейчас занимаетесь? В данный момент я занимаюсь наукой, я работаю в Кабардино-Балкарском научно-исследовательском институте. И моя специальность этнология вообще. Я закончил аспирантуру, университет и аспирантуру в Российской академии наук в секторе Кавказа. И вот сейчас занимаюсь историей, этнологией в нашем институте. Как эти знания влияют на ваше мнение о народах? История вообще, историческая наука, она очень сильно влияет на национальное самосознание человека. Человек, который не знает своей истории, и человек, который знает ее, это совершенно разные люди, потому что, может быть, он генетически в крови у него это есть все, он это все как бы инстинктивно чувствует что-то, но он это не может осознать. А человек, который изучает историю, для него много становится понятным. Прежде всего, прошлое понятно ему, почему народ, с ним это так получилось, так случилось, почему его история так пошла. Он становится более сдержанным? Сдержанным? По отношению... Историк не будет, допустим, историк, который знает историю, он понимает, что если он не дилетант, не обыватель, у него не будет национальной спеси. Не будет он считать себя, что вот весь мир крутится вокруг его народа. Там. Он должен знать мировую историю, региональную и так далее. И он поймет, что все народы, они не лучше, не хуже. У всех просто своя история в силу определенных обстоятельств складывается так. И там много факторов, как говорится, геополитика, география очень влияет. Вот в нашем случае абхазов, адыгов, география — это наша судьба. То, что мы в таком, с одной стороны, очень красивом, благоприятном месте находимся, а с другой стороны, то, что мы находимся на стыке цивилизаций, это всегда приводило к тому, что мы вынуждены были бороться вот с этими цивилизациями, с нажимом этих империй, потому что мы живем на дороге. То есть все завоеватели проходили через нашу территорию, и мы постоянно должны были отстаивать свою независимость. И историки, они, зная историю, они как бы знают, могут предсказывать будущее, могут прогнозировать, могут понимать,
что можно делать, что нельзя делать и так далее. То есть история — это наука, хотя многие считают, что она политизирована как бы и ничему не учит. Все-таки я считаю, что историю надо знать для того, чтобы понимать, куда идти дальше, в будущее. Вот Владислав Григорьевич, он был историк. Да. Он был историк, и он знал прошлое, и он знал наше генетическое родство. И я думаю, для него не было сюрпризом или удивительным, что Северный Кавказ, адыги, черкесы поддержали его. Потому что вообще я считаю предпочтительнее, чтобы руководителем государства, президентом был именно гуманитарий, историк. Каждая специальность накладывает отпечаток на человека. Если человек, допустим, силовик, там, я не знаю, военный или там, я не знаю, он все равно у него, или врач, у него все равно эта профессия накладывает отпечаток, и он очень узко мыслит в каком-то направлении, и у него решение проблем он видит, как он понимает, с точки зрения своей профессии. А гуманитарий, историк, он более философский, более широко подходит к вопросу, более как бы человек должен быть, вот руководитель государства, я считаю, всесторонне развитым, эрудированным должен быть, и прежде всего он должен знать хорошо свою историю и менталитет своего народа. Тогда вот он может какое-то будущее прогнозировать. А вот только видя какие-то сиюминутные задачи, там, думая только на год или на 5 лет вперед, государство не построишь. Надо думать на 50, на 100 лет вперед. Я хочу задать вам вопрос как военному и как человеку, который является историком в мирное время. Бывали ли у вас минуты или бывают минуты отчаяния, когда вы видите, что допускается какая-то роковая ошибка, и, возможно, ее будет очень сложно избежать? Ну, в принципе, такое может быть в политике, когда ты решаешь какие-то политические вопросы, и ты можешь ошибиться, и понимаешь, к чему это может привести. Или там, ну вот я таких задач масштабных никогда не решал. Я был на войне, я был рядовым и в какой-то момент командовал взводом. И на войне всегда ситуация, она может непредсказуема. Нельзя сказать, что то есть, что это может привести к краху там, или так далее. Критического состояния. Критического состояния, отчаяния никогда у меня не было, слава Богу, нет. Потому что по исламу, по религии отчаяние — это грех. Человек, если отчаивается, значит, он уже не уповает на Всевышнего. Такого, чтобы что-то непоправимое произошло, чтобы у меня было отчаяние, никогда не было. Потому что даже смерть — это не повод отчаиваться, потому что это, на этом все не заканчивается. Поэтому, да, отчаяния не было, это точно, никогда. А видели ли вы яркие проявления мужественности или когда вера спасала? Вся наша история состоит из таких вот... История Кавказа? Кавказа, да, наших народов, из таких эпизодов. На войне, да, я видел это проявление героизма, мужества со стороны наших ребят, и абхазов, и черкесов, и чеченцев, да. Это часто мы видели. Я хочу вам задать вопрос, если сможете, то будет замечательно, если ответите. Добровольцев было много, адыгов в большом количестве, абазины были, русские были, чеченцы, само собой, и другие народы. Можете ли вы какие-то более частые, встречающиеся в этих национальностях, какие-то положительные качества подчеркнуть? Допустим, русским свойственно вот это качество, а чеченцам вот это. Я могу, как историк, я знаю эти качества, а вот на войне они тоже проявились, я их видел и понимал, что это какое-то есть. Абхазы, к примеру. Да, абхазы. Абхазы, они, что могу сказать, у абхазов, видимо, это то, что у них была государственность в древности, и это абхазы,
очень хорошо их можно организовать. Единственное, нужно, чтобы было руководство, которому они верят, и военное, там, политическое, и народ, который легко организуется и может как бы взаимодействовать и выполнять какие-то задачи. Вот на войне, вот к концу, особенно к середине войны, и военные специалисты признают, что по уровню вот взаимодействия, управляемости абхазская армия, она была одной из лучших вот в последних вот конфликтах. Это взаимопонимание? Взаимодействие, взаимопонимание, управляемость и так далее. Вот это все вот на самом высоком уровне, особенно к концу войны, абхазская армия была на очень высоком уровне. Потом в контактном бою, ну это в основном все северокавказцы очень хорошо себя проявляли. И вот это из истории все видно, да. Вот, допустим, наша группа кабардинская, вот еще русский историк Пота говорил: «Шапсук рубак, абадзех стрелок, чеченец за завалом крепок». А вот кабардинцы не любили в окопах сидеть в позиционной войне. Вот нам больше хотелось, даже если нас куда-то забросят в десант, вот такие операции, где надо вот это нам больше нравилось. Мы не любили сидеть, даже конфликты были, там наши ребята, находясь в Пицунде, убегали там куда-то, переходили в другие группы, где более-менее какая-то активность. То есть характер по-своему проявляется. Да, активность была, да. Вот эта позиционная война, она как бы не очень нравилась, вот, а именно вот такая там десант или там спецоперация какая-то, вот там даже если в тыл забросили, это им больше как бы нравилось, хотелось. А вот традиционно чеченцы, вот они в обороне очень крепкие, очень именно сильные. В обороне? В обороне, да. Вот это у них есть. Это дагестанцы то же самое, потому что это географически природа все определила, да. И, допустим, если взять чеченскую войну, первую войну, город Грозный, вы знаете, как обороняли они чеченские ополченцы, это вообще, ну... Добровольцы были на Первой чеченской войне вообще? Из других народов горских? Были, да, были добровольцы, да, но там ситуация немного другая была, не как в Абхазии, политическая, там, идеологическая и так далее. То есть все народы проявляют вот такую какую-то специфику на войне, ментальную и так далее. Ну, еще что хочу сказать, ну, отношение к пленным то же самое. Вот у нас, допустим, по крайней мере, вот в нашей группе был костяк, которые как бы не были командирами, но идеологически как бы влияли на всех. И мы всегда были против того, чтобы пленные или их убивали, или над ними издевались, там, или как-то относились. Мы всегда старались, чтобы те, которые попадали в плен, те же грузины, чтобы к ним относились нормально, как военнопленным. К сожалению, да. не всегда я слышала, что с обратной стороны было. Ну, эксцессы бывают как бы на войне всякие, да, но в плане того, что мы это не одобряли и не поощряли, это да. Вообще вот у нас в менталитете нет там такого пытки, там издевательств, вот целенаправленно, такого нет, чтобы человек пленный, допустим. На войне, если человек до тех пор, пока он не попал в плен, его могут убить, там, ранить и так далее, но если он уже попал в плен, то смысла нет в этом никакого. Для нас, допустим, для нас это дико непонятно, зачем издеваться над человеком, если он уже в плену, если он безоружный и так далее. Ну, на Кавказской войне, в силу того, что она 100 лет продолжалась, я как историк знаю, что были моменты, которые не красили ни ту, ни другую сторону, но это уже произошло в силу того, что правила не соблюдались с одной стороны, и поэтому как бы какое-то взаимное ожесточение было, и порог какой-то был пройден, и не всегда соблюдали эти правила. Значит, если говорить о национальных качествах на войне, которые проявляются, о русских что могу сказать? Русские — это тот народ, который не боится смерти, люди.
Вот Они на тоже войне. не боятся? Не боятся смерти. Это народ, который, я просто и по истории знаю, что, ну, что угодно можно говорить, но русские не боятся смерти. Это народ, который спокойно относится к смерти, как и мы, как северокавказцы. А есть, которые неспокойно относятся в мире? Как вам сказать? Вот, допустим, человек, который вообще ничего не боится, это ненормальный человек. Ненормальный человек. Но вот когда человек попадает на войну и уже окунается в эту среду, он как бы психологически настраивается на это. И уже как бы вот ему так легче находиться. Если он будет каждый день бояться и каждый день ходить под смертью, он просто не сможет ничего делать. То есть к этому уже ты привыкаешь и уже действуешь в соответствии с этим. То есть, Можно сказать, что абхазо-грузинская война именно с абхазской стороны, это была война романтизма, когда многие народы, вопреки даже тому, что там власть или государство не поддерживало, они все равно шли сражаться за свободу другого народа. Это опять-таки связано с идеологией. А кто такие, допустим, вот Хамзат Ханькаров, я его называю Че Гевара кавказский, он романтик, идеалист был. И многие пришли, романтиков много всегда, идеалистов. Романтиков не потому, что вот им... Понятно, в каком да, смысле. а в плане того, что вот эта идея, как бы отвлеченные моменты, там, благородство, свобода, независимость, защита слабых и так далее, это все идеи, это романтика, все есть. Романтики делают историю, как бы они, или пассионарии их называют, которые ставят вот эти свои идеи выше своей жизни, они делают историю, а потом плодами часто пользуются политики. Я не буду спрашивать, жалели ли вы когда-либо, но может ли человек вообще в общем сожалеть, что да, он в какой-то период выбрал правильную сторону, духовную сторону, когда совесть ему подсказывала, как поступить, не купился ни за чины, ни за деньги, но за это он расплатился достаточно, большой монетой, можно так сказать. Должен ли он сожалеть о своем поступке? Стоит ли ему? Или все-таки чувство того, что он не предал совесть, это дороже? Я считаю, что сделку с совестью нельзя никогда идти на это, надо всегда придерживаться своих принципов, независимо от того, я всегда уважал и уважаю людей принципов. Неважно, на какой стороне они находятся, на противоположной или мы совершенно разных миров, культур, людей, которые придерживаются принципов и стоят это. А принципы это что? Это вопрос, там не может быть компромиссов. Если ты в угоду чему-то или кому-то, или из-за угрозы чего-то отказываешься от своих принципов, ты отказываешься, то есть от себя. Такой человек меня вообще не может вызывать уважение. И если у человека есть хоть чуть-чуть совести, это его убьет в конце концов. Потому что это будет его всегда мучить, всю его жизнь он будет это будет мучиться. А если у него совести нет, то он будет жить дальше, ему будет хорошо, легко. Но в конечном итоге все мы ответим перед Всевышним. Но так как, опять-таки говорю, как с точки зрения религии, надо понимать, что эта жизнь, она конечна. И надо жить в соответствии со своими принципами и не переступать через них, потому что у нас есть пословица и те умирают. Но о ком-то останется, если даже не говоря о высшем воздаянии. Все равно люди будут вспоминать, потомки, спустя столетия, именно тех людей, которые жили ради каких-то принципов. Они останутся в истории. А об этих никто не вспомнит, потому что ихние миллионы, дома, богатство, они уйдут, и это все останется здесь, и это не показатель, ради чего люди уважают нации, народы, истории, ради чего люди. То есть это только в этом мире может кто-то за это их может уважать, но в истории они не останутся. Если и останутся, то со знаком минус.
Я трактую Да. ваш ответ так коротко. То есть пусть даже придется расплатиться в этой жизни, но живи по совести. Ну, дело в том, что есть такое выражение «характер – это судьба». Если человек придерживается принципов, то надо полагать изначально, что у него будут очень большие трудности по жизни, проблемы, потому что как он докажет, что он приверженец этих принципов? Только испытания могут это доказать, что он действительно в это верит и готов ради этого жить и так далее. А если его никто не трогает, у него все хорошо и так далее, если он ни с чем не борется, не отстаивает, значит у него нет принципов, он беспринципный человек, он плывет по течению. А если у тебя есть принципы, ты всегда будешь сталкиваться в жизни с несправедливостью и так далее. И если ты на этом стоишь, ты будешь, если даже не бороться, ты будешь говорить, что ты с этим не согласен. То есть это обратная сторона медали. Испытания обязательно будут сопутствовать человеку с принципами по жизни. И он не будет жалеть об этих испытаниях. Наоборот, он будет получать удовлетворение от того, что он эти испытания преодолевает. И в конце жизни это оценят, думаю, и сам он для себя это делает, даже не для того, что люди там что-то о нем скажут, это для себя прежде человек все делает. И люди, народ особенно, я считаю, никогда не забудут таких людей. Вот я вам короткий вот такой пример приведу. Юрий Хамзатович Калмыков. Когда он умер, тогда не было ни телефонов сотовых, ни связи, ничего не было. В течение 2 часов на площади Абхазии в Нальчике собрались 1000 людей. Я не помню, там 10 автобусов и сотни автомобилей. Никто не звал этих людей. Их никто там не организовывал. Они собрались и вот на похороны в Карачаево-Черкесию зимой, я помню, поехали, когда люди или под похороны Владислава Григорьевича Арзымба. Этих людей никто не согнал туда. То есть обычно люди дают оценку после смерти таким людям, но там не может быть искусственно, ничего не сделаешь. Если действительно люди уважают, любят этих людей, они понимают, что они представляют из себя, они все равно получат свою оценку заслуженную, они останутся в памяти, доброе слово и так далее. При всем этом понимая, что и у них тоже были ошибки. Они не идеальные люди, они простые люди, у них тоже были ошибки, но то, что они делали, самое главное, то, что объединяет, то, что важно для всех людей, для народа, ради чего они вот жертвовали своим здоровьем, силы свои тратили, это всегда будет оценено. Я благодарю вас за интервью. У меня, конечно, оно может не заканчиваться еще долго. Масса положительных эмоций, впечатлений. Но я думаю, мы еще с вами встретимся, если вы не против. Какое-нибудь пожелание, возможно, вы хотите сказать горским народам? Пожелание у меня одно, чтобы мы, все представители народов Кавказа, чтобы мы были достойны памяти своих предков, чтобы мы не льстились и не шли на поводу политиков, которые пытаются нас разобщить, поссорить и так далее, чтобы мы уважали друг друга, ценили друг друга и были дружными, поддерживали друг друга только в благих делах. В общем, чтобы морально вот эта этическая основа, то, что мы называем, вот, Хабза мы называем, то, что там Апсуара называем, у чеченцев тоже, наверное, это есть, чтобы мы это не теряли, чтобы мы это сохраняли, соблюдали, чтобы мы в этом мире не плыли по течению, а вот именно не менялись вот в том, вот в этом именно, оставались самими собой, крепко за это держались, чтобы мы всегда помнили, что Всевышний нас создал, наши народы, с какой-то миссией, с какой-то целью. И вот Северный Кавказ – это та территория, та страна, где, я считаю, проживают особые люди. Особые люди. И нас пытаются развратить, нас пытаются сделать как все,
нас пытаются сделать так, чтобы мы забыли свои корни, свои обычаи, свои традиции, чтобы мы отошли от Бога. Но и поэтому мы всегда вот испытывали трудности, наши народы всегда были войны, испытания там и так далее. И несмотря на все это, чтобы вот мы все это сохранили и пронесли и смогли передать молодежи, следующему поколению. Тогда мы останемся в истории, тогда Всевышний нам будет помогать. Спасибо вам большое. И Табуб вам тоже, что пригласили. Приятно было. Взаимно. Спасибо. Я кабардинец. Я очень рад, что я вижу братьев здесь среди нас. Рядом с нами стали наши братья-адыги. Я должен сказать без какого-либо преувеличения, что они служат здесь примером мужества и примером героизма. Мы давали клятву биться до последнего часа во имя священной свободы.